Грохот выгружаемого строительного леса звонкий и пугающий, но для семьи Мержоевых это шум счастья. Ингуш-Автодор в рамках месяца чистых дел выделил уже второй семье стройматериалы на сумму около 200 тысяч рублей. Президенті 6 кубов строительного леса, 4 тонны цемента, 40 листов профнастиля и более 1000 блоков. Этих материалов достаточно, чтобы достроить дом полностью. Фундамент Мержоевым заложили еще зимой по поручению главы республики после их обращения. В семье 7 человек. Живут в щитовом домике уже 3 года. До этого они ютились у дяди. محيقش сквознякыш хол учи берж цумгуш холож больнице холож ишт берж санёсо да пишке дахчит якыш издуа каш шилош хади хандоч газ зёч хал доктор на президент знок остят. В доме всего 2 комнаты, они же спальня, кухня, ванная и гостиная. Но щитовой дом должным образом не отоплен, поэтому зимы для семьи всегда холодные. Президент кяхтя задрас, ног остеся, халёлся, комиссия халейта хажаб муштел, комиссия ног остеться. Да сахдот масняр, парзмат бех, президент да сахдот. Масля да сахдот, хати материал хати мисон хос ларды ялайр сон хос хакес халха. خمت خانف بطري دا ساعدوت سنو أستيا ساعتي تامو أستيا سنو مسلا да сахдот. Глава семьи попал в больницу с грыжей позвоночника. Зарема из-за детей не может выйти на работу. Весь доход семьи – детское пособие. О трудном положении Мержоевых в Ингуш-Автодоре узнали еще в прошлом году. Тогда ведомство взялось засыпать огромный овраг у них во дворе. Я вам говорю, всем даже я сейчас троицкий, ханзу я сейчас ходим, суча дох соуди, бодра, сендиасан дикихет, бодра бахализи, я вахет. Совсем скоро с подмогой родственников Мержоевы возведут свой собственный дом. К слову, в рамках флешмоба «Месяц чистых дел», запущенный по поручению Юнусбека Евкурова, оказана помощь десяткам семьям. И с каждым днем этот список растет. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Джамалел Тамасханов. Новости 24.